Маш, да, Сахам Сырноковцы, здравствуйте, мои дорогие друзья. Интересно, где мой микрофон? Я еще видела микрофон? С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мы с Аишкой готовим салатик, да, Аишка? Вот, Аишка. Без завтрак. Только осторожно, осторожно. Оказывается, у нас и яйца, у нас все закончилось, короче. Когда у нас идут заказы, у нас все заканчивается. Это утро воскресенья. И, к сожалению, нас некому повезти в магазин. Будем готовить из того, что есть, да, Иша? Айрзал? Из того, что было, приготовим, да? Что мы готовим? А? Салат. Ты громче говори. Салат. Я завтрак жду. Вот. Подожди. Подожди. Вот так, Аишка, помощница бабушкина, нарезала лук мне. Вот так. Вот у меня уже внучка-помощница. Осторожно, только пальчики, осторожно, Аишка. Вот, будем Танзилу салатиком угощать, да? Вот. Вот умничка. И маме косявица. Аишка? Да. Мы сегодня куда собираемся? Куда, сказала, тебя тетя отведет? Кафе. А что мы будем отмечать? Что, у Йох мамой 100 тысяч подписчиков, да? Да. Так, Аишка. Соль здесь. Аишка, принеси вилочку. Давай мы сюда еще и огурчиков. Тебе нравится, Аиша? Ну, давай закинем. Будет очень вкусный салатик с этими огурчиками. Так, мы после заказа еще не убирались. Ага. Огурчики что? Вкусненькие, да? Давай доставай. Вот, понакидай. Они маленькие. Будут вкусненькие. У меня свекор всегда любил свежий салат с солеными огурчиками. Вот так кидай. Так все закидывай, все, что там осталось. Вот такой вот вкусный салатик Аишка нам приготовила, да, Аишка? Там у нас, по-моему, мясо в холодильнике. Крылышки остались, да? Ну, завтрак поздний. Можно и, в принципе, даже на завтрак и нужно мясо и белок, да? Да. Все, пойдем за мясом. И пошли завтракать. Наверное, завтракать на кухне будем, да? А то тут у нас везде закуп, не прибрано. Аишка, куда мы идем? Что же мне делать? Куда мы идем? Дело, милая. Ну, ты громко говори. Кафе. Уговорили меня Танзила и Аишка поехать в наше сельское кондитерское кафе, отдохнуть немножко. Правда, я не очень-то хотела, но придется. Сейчас поснимаем вам наши кафешки. Мы там с подругой были как-то, с соседкой нашей. Посидели немножко. Погляди на мою кухню. Гели-гели. Аиша, выбери себе пирожное. Вафлю схожи. Mama, ben kadar marina veri az gitsa. Anlıyorum çam olacağız. Ya on hep kuzniç oluyor. Когда у нас дети, вот насколько мы как-то берем, что ты же охейтишь, ютюб, так и все, а зачем? Hayır Aишка, лезешь. У меня особенно денежки есть. Давай разберем. Мать попробуй, да. Сумка. Ну, господи, ты заснус. Ага, попробуй. Мать, лучше. А самой тебе молодец, тетенька, она сказала. Шан, кофе здесь. Так, ну тортики тут всегда свежие, девочки. Если что, это
Не думайте, что мне проплаченная реклама. Это не реклама. Как я сказала, меня просто уговорили сегодня, я не знаю, уламывали меня час, чтобы я приехала сюда. Пиши корзиночку сделала. Единственное, что да, Серьё. А ты чачил маэстру мочилчу. Так, ну я небольшой любитель сладкого, поэтому взяла немного. А где мое пирожное? Вы мое не взяли пирожное? Ой. О. А, сейчас. Попробуем всё. А я хочу. Я рыцарь. Шейхос хэттыч. Так, попробуем. Танзила, а что за пирожное это? Название. Вот это? Миндальное? Пробуем. Да? Хози? Вкусное? Да. Аишка, вкусное пирожное? Вкусное, конечно, она весь стаканчик съела, а нам еще ни чая, ни кофе не принесли еще. Да? Миндальное мне тоже понравилось. Ну, ждем пока чая. Файн. Тут кондиционер, хорошо так. В принципе, я им благодарна, а то дома бы и не отдохнула. После свадьбы уборки, ой, после свадебного заказа, после свадьбы, значит, скоро свадьба, девочки, у нас будет. Раз я начала заговариваться насчет свадьбы. Да? Показывать себя не даст, не дает. Ну, что-то поджимает, плечи сидит. Раз я оговорилась, что после свадьбы, значит, скоро свадьба будет. Серьезно, это не для рекламы, это не реклама. Мы серьезно, девочки, приехали просто, чтобы с Аишкой посидеть. Тетя хотела. Ну, Ингушетия, для Ингушетии, для нас, для местных жителей, наверное, кантышевские практически все знают. У них очень вкусные пирожные, торты, свежие, можно на заказ. Серьезно, это не реклама, это просто я сейчас говорю для Алшида ради Всевышнего, потому что мы попробовали и покупаем. Особенно мне очень тут нравятся меринговые рулеты, нравятся Павлова пирожные, нравятся тут еще трубочки здесь у них очень вкусные из слоеного теста. Но я опять скажу, что я небольшой любитель сладкого, но иногда, да, ну как сладкого, именно вот тортов, пирожных я не очень-то. Я резко уважаю, но тем не менее. Ну, давай наливай нам чай. Сегодня мы сидим, сын разливает чай. Так, теперь мама сама скажет, какой повод. Это от твоих подписчиков. 100 тысяч подписчиков. Поздравляем, да, Ишка? Поздравляешь бабушку? Да, Ил. Мои дорогие. Это уже совсем другой день, даже 2-3 дня. Сегодня уже вторник получается. Снимали мы в кафе в воскресенье. Но дело в том, что мы приехали, мы были на машине, мы приехали домой. Я хотела уже дальше, даже в этот день хотела сделать прямой эфир, если честно. Поблагодарить вас всех за подписки, за пожелания, за комментарии, за все. Но так получилось, что у нашей Танзилы резко упало давление. У нее часто падает давление, конечно, но нашими собственными силами не смогли поднять ей это давление. Пришлось поехать в приемный покой. И уже как-то не до эфира, не до съемок, ни до чего не было.
Ей поставили капельницу, сделали все, просто у нее началась мигрень. У нее это часто бывает, приступ мигрени был. Сейчас она тоже сегодня уже поехала тоже на капельницу, ей назначили лечение. И хочу поблагодарить, очень от души хочу поблагодарить врача, которая дежурила в этот день. Врачу благодарна, врачу в этой приемной в этот день дежурившей Аздоевой Ханифы, молодая врач, но девочки, вы знаете, друзья, настолько сказать, что я не знаю насчет ее опыта или что, но настолько была человечным она, вот столько людей, я говорю, когда ты сидишь дома, ты не думаешь, что столько много больных людей, да, и поступают в приемную. Я не знаю, может быть, у них это каждый день, но в тот день их поступало столько туда людей, она успевала посмотреть всех. Я действительно даже хочу написать им в министерство благодарность за этот день, потому что действительно она ко всем больным поступающим находила, она должна, да, вы мне кто-то может сказать, что это ее обязанность, это она должна, но тем не менее, друзья, она не забывала, она даже мне говорила, вот через 15 минут подойдите, напомните, что вот, что вы здесь, или, ну, там надо было кое-что сделать, и эти 15 минут не проходили, мне не нужно было ей напоминать, она сама приходила, делала дальше назначение, делала то, что ей нужно, также подходила ко всем больным, как я говорю, поступающих в этот день было очень много. Вот действительно низкий поклон для этой девочки, для этой женщины, тем более она была в таком положении еще. Я ей безмерно благодарна. Они очень хорошо помогли Танзиле в этот день, ей действительно было плохо. Но, алхамдулилла, ей сейчас намного лучше, просто она на второй день уже обратилась к врачу. Врач-терапевт в приемной, это Аздоева Ханифа, сказала, чтобы обязательно Танзила обратилась к неврологу, к терапевту. И да, Танзила уже обратилась, уже принимает лечение, ей лучше. Но эти проблемы у Танзилы идут давно. Это низкое давление, это мигрень, это ее мучает уже давно, по ходу, как бы то ли вот эта вот температура у нас, то дождь, то солнце, непонятно. То ли как бы на нервах она иногда, конечно, бывает на нервах ей, сами понимаете, после операции нервничает очень. Короче, вот как-то так. Я вам объясняю, почему я нормально не продолжила, не объяснила. Так я всех девочек, которые прислали мне букет цветов, от души всех в личку поблагодарила. И хочу поблагодарить еще раз всех моих подписчиков. Огромное вам всем спасибо. Если бы не вы, то, конечно, не было и 100 тысяч подписчиков, и не было бы моего канала. Я надеюсь, да, конечно, некоторым мой канал не интересен. Я не говорю, что мой канал идеален. Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы я его как-то немножко усовершенствовала. Но я показываю просто то, что у меня есть. Никакого, как бы вам сказать, ничего придуманного, ничего как бы запланированного у меня нет. Как умею, как живу, самое главное, как живу, как у меня все это происходит, я снимаю, выкладываю. Я вижу, что большинству моих подписчиков это нравится, поэтому и продолжаю это делать, снимать, общаться с вами. Да, я начинала канал просто ради того, что мне было скучно, мне хотелось с кем-то поговорить, мне хотелось с кем-то пообщаться. Сейчас у меня общение просто море, океан общения. Благодаря вам огромное еще раз вам спасибо. Я благодарна вам всем. Будьте все мои подписчики, гости моего канала, хейтеры, не хейтеры, все. Будьте все живы и здоровы. Счастья вам всем, мира, благополучия, благоденствия, милости Всевышнего. Ну вот как-то так. Мяш тахалши.